жильцы дома по адресу город Якут, Дзержинского, 8/2 были возмущены начислениями за перерасчетом за тепло за 2021 год. Суть обращения была в прокуратуру, УГРЖН, Управление Горжилнадзора и другие инстанции в том, что квитанции были непонятными, и за что начислено тоже было непонятно. На сегодняшний день проверка еще не завершилась, Управление Горжилнадзора. Добивались мы ее долго по одной простой причине. Оказывается, все проверки запрещены малому и среднему бизнесу. Я только понять не могу, как ресурсники в это попали. Но в принципе суть состояла обращения жильцов не в том, что там что-то в принципе неправильно, может быть правильно, может неправильно, а отношение к ресурсникам, к нам, к собственникам жилья, которые платят свои деньги за эти ресурсы. И почему ресурсники позволяют себе писать квитанции, не пойми что и непонятно что. Мы имели право обратиться и узнать, что же это такое, за что мы платим, по каким законам. И на сегодняшний день кое-что добились, кое-что не добились. Но самое главное, дом этот, Дзержинского 8/2, ему много лет, он 76-го года постройки, и считайте, здесь ни разу не было капремонта. И благодаря фонду капремонта Якутии, наконец-то здесь начался капремонт. Вот аукцион состоялся, договор, в общем, подписали 26 июня на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, это канализация, и электроснабжения. И еще ремонт фундамента будет. То есть 5 видов работ взяли, да? Крыша на 24 год стоит. Крыша, фасад стоит 24 год. Следующий вопрос. А если у нас в ванне стоят пластиковые трубы, полностью заменены с 4-го этажа на 1-й, плюс еще пластиковая труба канализационная, да? Мы ее, например, оставляем полностью весь стояк. Вы на это идете, вас, значит, надо соединение в тех этаже от пластика к металлу сделать. Вот на днях подрядчики сделают обход по квартире и будут собирать, по согласию собственных контактные данные, чтобы быть на связи, да, с каждой квартирой. И согласие на ремонт чего. И там будет прописано. Вы, в принципе, собственник вправе отказаться. Если вы уже новое поставили, смысл менять его на такой же. А на днях катаюсь, мы же все работаем, поэтому нам на точное время. Вы придете, нас нету дома. Если рабочее время. Они созваниваться, говорят. Да, поэтому вот контактные данные просьба выдавать подрядчику. Но чтобы они сорганизовали, да, вот они скажут. У меня на кухне, вдоль, вообще вот по углу все плитка треснула. И она вся вот так углом встала. Вообще вот по стене. Мы, конечно, сделали это все, но просто, я не знаю, то, что дом-то мокнет, и все равно постоянно дожди, и вот это вот все. Мне кажется, очередное это нужно какие-то же такие работы провести, хотя бы заделать эти дырки, потому что, Вы сказали, насколько я помню, в последние годы заявок по крыше особо не было. Мы не давали как-то эти заявки, потому что... И поменяли, а трубы, батареи остались, она лопнет, кто виноват? Они? У нас сейчас Потому что по жилищному кодексу, батареи, они относятся не к общему уровню. Это именно предоставьте. Это прямо же мы работаем по жилищному кодексу. Покупают люди, и они А ставят. что тогда, когда есть аварийная ситуация, виноват жилец, да? Это так и прописано, что... Батарея потекла. Вот как это? Вы капитальный ремонт сделали и отмазали. Нет, так и называется капитальный ремонт общедомового имущества. Понимаете? То есть батарея туда не входит. Конкретное, разделение. Что хорошо, батарея не общедомовым входит. имуществом? Если человек купил батарею, почему вы не поставите ее? Это уже с подрядчиками, вам надо отдельно разговаривать. Так, вы не ответили. Вот она спросила, если мы купим на свои деньги батареи, вы будете менять? Я ответил, нет. Вы устанавливаете на стену, мы подключаем его.
Завтра во сколько придут? С 9 утра. В какую квартиру? Первую квартиру, первый подъезд, 9 я буду. Да, 9:00. В этом году запланировано, согласно региональной программе, по 5 видам работ. Это теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, система электроснабжения и капитальный ремонт фундамента. Система электроснабжения подразумевает замену ВРУ, межэтажных щитов, светильников, то есть подъездных проводов, за исключением квартирных счетчиков. Это все входит в капремонт электроснабжения. Здесь ведутся работы в данное время по капитальному ремонту инженерной системы теплоснабжения. Дом 1976 года постройки. Инженерные сети находятся в удовлетворительном состоянии, местами даже в предаварийном. Проведены работы по демонтажу магистральной системы и замены стояков первого и второго подъездов. Также в этом году планируется проведение капитального ремонта инженерной системы водоотведения, водоснабжения и сетей электроснабжения. Начнутся работы в августе по капитальному ремонту фундамента. Капитальный ремонт фундамента это включает в себя восстановление свай, уголовков свай, балок плит, цокольных межэтажных, не межэтажных, а первого этажа. И полная замена отмостки. И также по периметру здания будет смонтировано ограждение. Работы по капремонту крыши и фасады, согласно регпрограмме, запланированы на 2024 год. Сейчас в данное время ведутся только системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения начнутся с сентября. У нас есть график утвержденный, подписанный между фондом и подрядной организацией. И согласно графику будут выполнены работы по капремонту. Проблемы с жильцами бывают. В этом доме пока мы такого не встретили. Все квартиры допускают. Пока с жильцами работа нормальная. С другими домами бывает иногда с жильцами проблемы. В компании уже мы, по идее, с 2012 года работаем, а именно фондом работаем с 2018 года. Больше 4 лет уже работаем с фондом. Да? И у нас накопился опыт, уже как быстрее сделать, как договариваться, как заранее заготовки делать. Заранее материалы закупать, и сколько там, и с кем там сотрудничать, чтобы побыстрее. Как говорится, с опытом приходит все это. Это, да, реальные сроки, и реальные эти. Мы уже делали за такие сроки, такие объемы. Отличие от старых домов, если мы говорим о системе теплоснабжения, инженерной системе теплоснабжения, то стояки общедомовые проходят внутри квартир. И то есть, соответственно, при замене этих стояков, согласно жилищному кодексу, при капремонте, собственник квартиры обязан предоставить доступ к общедомовому имуществу. То есть в случае, если собственник квартиры не предоставил доступ, то составляется трехсторонний акт об отказе. Таким образом, собственник данного жилого помещения несет полную ответственность. То есть при аварийных ситуациях, то есть уже он несет ответственность, согласно жилищному кодексу.
водоснабжения. Там надо определенную процедуру провести. Но мы заранее управляющей компании письмо напишем, потому что в начале работы график производства тоже у них есть, в принципе. Они, надеюсь, сами как скооперируются, сделают что-нибудь. Мы, по идее, водосчетчики вот эти вот, да, пытаемся пломбы не трогать. То есть у нас замена до первого стекающего стояка водоснабжения именно. У нас сначала перед строительно-монтажными работами выполняется проектно-сметная документация, которая вот на основании новых стандартов. Вот. И она проходит экспертизу, соответственно. И на основании этой утвержденного проекта объявили аукцион на строительно-монтажные работы. Ну что вот результат такой. А вам как жильцу как? Быстро сделали? Понравилось, конечно, быстренько сделали. Да. За 2 дня оправились. Довольны. Какие-нибудь есть еще вопросы? Теперь будете ждать, когда дырочка заделают? Да, ага, проверку все равно-то ждем, конечно. После всех работ будут проверять же. Вот, все. Ну, вы довольны? Первый раз, да, за сколько-то лет, да? Да, первый раз. Были, да, вопросы, но в основном все решили мирно, как говорится.